мы проводим акцию по раздаче портфелей всех необходимых принадлежностей для того, чтобы дети пошли в школу. Поэтому мы сегодня всех вас, детей, собрали здесь. Раздача школьных принадлежностей детям оказалась делом непростым. Уж больно непоседливые и жизнерадостные, видимо, переполняют эмоции. И сразу несколько переводчиков пытаются собрать всех в зале. Затем поименно вызывают детей, чтобы вручить портфели со всем необходимым канцтоваром внутри. Помогаем. Председатель совета директоров предприятия «Сад-Гигант» Бекхан Хамчиев, руководитель Минаца Ингушетии привнесли сегодня праздник в жизнь проживающих в гостинице «Асса» вынужденных переселенцев из Палестины, особенно детям, которые должны уже в сентябре сесть за парты. На их родной земле школы разрушены, так же, как и дома и всякая инфраструктура. Тотальный геноцид, осуществляемый израильской армией, поддерживаемой Западом, казалось бы, навсегда лишил этих детей возможности на светлое будущее, пока Россия не внесла свои коррективы. И сейчас эти семьи в Ингушетии находят мир, спокойствие и заботу. Книга. Ну и школьные принадлежности, да? Нравится тебе? Мабсут? Да. Красиво. Скажи, а в каком классе ты учился, вот, прежде чем вот, эвакуироваться с Газы? في أي صف كنت أنت قبل ما تيجي هون في غزة؟ 6. 6 класс. А готов сейчас вот, продолжить обучение? أنت مستعد لتمارس المدرسة؟ Да. Если попробовать поговорить с детьми без переводчика, то выглядит это примерно так. В наше время языковой барьер вовсе не помеха. С 11-летним Мустафой мы общаемся сейчас через Google переводчик. Да. Да. Сегодняшние благодетели действуют в рамках поручения главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Была создана рабочая группа по оказанию помощи палестинским беженцам, возглавил которую сенатор от Ингушетии Билан Хамчиев. Спонсором благотворительной акции выступил «Сад-Гигант». Кроме того, семьям оказали единоразовую материальную помощь. Чтобы помочь его сегодня, приобрели школьные принадлежности. Каждому даем единовременную помощь. По поручению главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова наш сенатор Билан Хамчиев взял на себя решение всех вопросов по проживанию, питанию и обеспечению наших палестинских беженцев, которые проживают в республике. Сегодня мы проводим акцию «Сад-Гигант». Это основной наш сельскохозяйственный производитель. Привозит и канцелярские товары для того, чтобы дети могли пойти в школу. А также выдает единовременное пособие им для того, чтобы они могли себя обеспечить средствами первой необходимости. Сегодняшний день Билан Хамчиев выделяет все необходимое для того, чтобы решался их вопрос. Организована рабочая группа, как вы знаете, которую он возглавил. И все заинтересованные службы, это миграционная служба, пенсионный фонд, делают все для того, чтобы эти люди были оформлены в установленном законном порядке и начали свою трудовую деятельность здесь, в республике. Вопрос организации проведения благотворительной акции взял на себя благотворительный фонд «Тешам». Они и рассказали, акция не ограничивается сегодняшним днем. Далее уже заказана и пошивается школьная форма, и со 2 сентября дети уже идут в школу. По поручению главы Ингушетии уже решен вопрос и распределения детей из сектора Газа в школы республики. По поручению главы республики и правительства республики Ингушетии, Министерство образования и науки были проведены мероприятия по определению детей по году и какой класс и какую школу они будут определены. Данную работу мы провели. Дети, порядка 80 детей, уже определены, в какую школу идут, в какие классы будут они определены.
исключительно в Назране, да? Да, это будет на базе 15-й школы города Назрань и школа номер 4 города Назрань. Эти школы, в принципе, находятся в шаговой доступности от места проживания детей из семей из Палестины. Что касается социальной адаптации этих детей, Министерством образования принято решение не распределять их в отдельные классы, а по 5 учащихся определить уже в существующие. Ада Мережкова, Алисхан Гаравожев, МАГАЗ-24.